Республика Коми – это сокровищница. Титан, лес, коксующийся уголь и, конечно же, нефть. В регионе разведано более 200 месторождений. Казалось бы, такая земля должна быть российским аналогом Кувейта, где каждый житель чувствует отдачу от богатств. Но на деле Коми – это наглядный урок ресурсного проклятия наоборот. Недра региона истощаются, его города ветшают, а дороги превращаются в направление. Причина не в отсутствии денег, а в их отсутствии на местах. Москва построила систему, где регион — это лишь площадка для добычи, а не хозяин своих ресурсов. Это видео — часть цикла лекций от издания 7/7 «Как Москва распоряжается будущим регионов». Вместе с вами мы рассмотрим, как федеральная власть поставила регионы в зависимость от своих решений и как это стало основой для авторитарного режима в России. В этом видео история о том, как Кремль выкачивает деньги из Республики Коми на примере одной из главных добывающих компаний региона, которая принадлежит Лукойлу. История Лукойл Коми – это летопись утраты автономии. До конца 2023 года компания, хоть и была дочкой корпорации, работала в республике, платила налоги в местный бюджет и все же учитывала интересы региона. Затем случилась оптимизация. Компанию поглотила Лукойл Пермь. Официальная версия от аналитиков – повышение эффективности и устранение дублирующих функций. На практике Коми просто исчезает из карты бизнес-интересов. Теперь Лукойл Пермь владеет лицензиями на 173 месторождения в республике, но юридически компании в Коми больше нет. Ее адрес — Пермь, улица Ленина, дом 62. Ну а главные управляющие структуры в Москве, на Сретенском бульваре. Выручка этой махины в 2024 году составила 1,4 триллиона рублей. Это колоссальный поток денег, который проходит мимо местных школ, больниц и социальных программ. Коми не зарабатывает на своих природных богатствах, она их делегирует. Это не просто экономическая модель, это современная версия классического колониального контракта. Метрополия устанавливает правила игры, при которых регион-донор, кормящий страну, оказывается в состоянии хронической депрессии. Давайте разберем, какие налоги на добычу нефти в Коми платит Лукойл Пермь, что из этих денег уходит в Москву, а что остается в Республике Коми. Возьмем НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых. Этот сбор государство взимает с компаний и предпринимателей, которые добывают природные ресурсы. К ним относятся нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и редкоземельные металлы, а также кварциты, апатиты, сульфаты, драгоценные камни, соль. Выплата налога ежемесячная. Для нефти применяется фиксированная ставка в размере 919 рублей за тонну. Например, только на Усинском месторождении в Коми Лукойл Пермь добывает за год 2,6 миллиона тонн. Получается, что за работу в Усинском месторождении компания отдает в Москву порядка 2,4 миллиарда рублей. Это не просто цифра. Это эквивалент капитального ремонта десятков сельских школ или новых очистных сооружений, которые критически необходимы для сохранения хрупкой северной природы. Второй налог, который забирает Москва, это налог на прибыль организации. Он начисляется на разницу между доходами и расходами компании. Выплата налога производится ежемесячно. Базовая ставка налога в 2026 году 25%. При этом федеральный центр забирает не все, только 8%, ну а оставшиеся 17% идут в бюджет региона. Но и здесь не все так однозначно. Лукойл Пермь зарегистрирована в Перми, поэтому в бюджет Коми поступают не все 17% налога на прибыль. Это часть делится между Пермским краем, где зарегистрирована компания, и Коми, где добывают нефть и работают сотрудники. Часто налог на прибыль – это ключевой механизм оттока денег в Москву из регионов, потому что ряд компаний имеют юридический адрес в Москве, а не там, где они реально работают. По словам экономиста Николая Кульбаки, Москва жирует за счет того, что там находятся штаб-квартиры большинства крупных компаний, которые платят налоги в Москве. В Москве разрыв колоссальный. Этот разрыв определяется тем, что власть сосредоточена в Москве, деньги сосредоточены в Москве, бизнес выгодно вести в Москву. Москва жирует за счет того, что там находится штаб-квартира большинства компаний крупных государственных, которые платят налоги в Москву. Москва жирует за счет того, что местные налоги, например, тот же самый НДФЛ в Москве высокий,
потому что зарплаты высокие, потому что потоки денег через Москву идут. А теперь добавим к этому НДС. За каждую сделку по продаже углеводородов компания выплачивает 20% в федеральную казну. Это чистая рента, которая оседает в столице просто потому, что так устроена вертикаль. Экономист Николай Кульбака неоднократно подчеркивал, что этот институциональный перекос не ошибка, а фундамент нынешней политической системы. Это и есть та самая столичная ловушка. Разрыв уровня доходов между москвичом и жителем нефтяного Усинска – это не результат рыночной эффективности, а итог искусственной концентрации административного ресурса. Как верно подметил Сергей Гуриев в своих исследованиях политической экономики, такая сверхцентрализация неизбежно ведет к тому, что регионы теряют любые стимулы к развитию. Зачем развивать малый бизнес? Зачем привлекать инвестиции, если львиная доля заработанного все равно будет изъята? А что же остается в регионе? Перечислю. Налог на имущество организации. Он платится по месту нахождения имущества и может достигать 2,2% от его стоимости. Лукойл Пермь платит его за свои активы в Коми. Это административные здания, скважины и трубопроводы. А еще НДФЛ или налог на доходы работников. Главный налог, через который регионы пополняют свои бюджеты. После слияния Лукойл Коми с Лукойл Пермь возникла ситуация, что НДФЛ мог уйти в бюджет Пермского края. Но власти Коми отстояли право, чтобы компания продолжила платить этот налог в местную казну. Республика Коми получает все деньги, начисленные с этого налога, и распределяет в таком соотношении. 85% НДФЛ уходит в бюджет республики, а остальные 15% в бюджет города, в котором работает сотрудник. Еще в регионе остается земельный налог и экологические платежи. Это небольшие суммы, которые не играют значимой роли в наполнении бюджета. Подведем итог. Все самые крупные налоги власти Коми перечисляют в Москву, а небольшие оставляют себе. Итого за 2022 год Коми заработала 210 миллиардов рублей, из которых 170 ушло в Москву. То есть в регионе осталось всего 19% от заработанных денег. Или еще сравнение. С каждого собранного налоговиками рубля в республике осталось всего 19 копеек. В 2024 году Коми отдала в федеральный бюджет почти 404 миллиарда рублей. Угадайте, сколько она получила в виде дотаций? Всего 13 миллиардов рублей, или 3,25%. Это и есть ловушка донорства. Ты приносишь огромную выручку, но тебе де-факто запрещают распоряжаться плодами своего труда. Николай Кульбака точно подмечает механику этой институциональной зависимости, называя ее превращением региональных властей в обслуживающий персонал федеральной вертикали. Понятно, что любой губернатор знает прекрасно, что, в общем, если он будет не лоялен Москве, то кислородик-то ему быстренько поперекроют. Эта логика превращает бюджетный процесс в акт политической лояльности. Регион не планирует свое развитие на десятилетия вперед, потому что не знает, сколько федеральный центр отстегнет на следующий год. Бюджетная самостоятельность подменяется ожиданием милости от метрополии. В такой системе невозможны институциональные реформы. Зачем строить эффективную налоговую базу у себя, если любой успех будет тут же обложен новыми требованиями сверху? Мы имеем дело с выстроенной иерархией подавления, где каждый субъект федерации вынужден выстраиваться в очередь перед кабинетами московских чиновников. Регион перестает быть субъектом политики, превращаясь в административную единицу на карте, чья единственная функция – исправно поставлять ресурсы и обеспечивать нужные цифры в отчетах. При этом выделяемые федеральным центром дотации – это не деньги на хотелки региона, это связанные средства. Москва выдает их под жестким надзором и только на те цели, которые соответствуют генеральной линии национальных проектов. Что мы видим в итоге? Дороги в Коми ремонтируются не там, где они разбиты до основания и где ходят школьные автобусы, а там, где это предусмотрено федеральным планом. Аналитики неоднократно указывали, что такая модель полностью уничтожает местную демократию. Если муниципалитет или регион не может сам выбрать приоритеты, канализация или новый парк, то местное самоуправление превращается в фикцию. Экономист Николай Кульбака это подтверждает. Если, например, посчитать, сколько возвращается в виде трансфертов,
то иногда получится, что регион суммарно получает не меньше денег. Но эти деньги расходуются туда, куда считает нужным это делать Москва, а не туда, куда считает нужным делать это регион с точки зрения региона. И вот здесь начинается конфликт. История последних 20 лет — это история осознанного демонтажа Российской Федерации. Федерация, в которой субъекты не имеют бюджетной автономии, это оксюморон. Кульбака резюмирует суть этого социального контракта. Вся эта система выстроена с самого верху. То, что губернатора лишили полномочий, точнее то, что нынешний губернатор, который сидит в областном центре, он мало что решает, это следствие этой выстроенной системы, потому что он подчиняется не населению, а администрации президента. Он должен понимать, что министры тоже выбраны для того, чтобы выполнять решения администрации президента. Отсутствие реформ, в том числе в ЖКХ, отсутствие хороших дорог и так далее, это потому, что решение о распределении денег не в пользу людей принималось на самом верху. Почему мы соглашаемся на такую модель? Почему мы позволяем превращать свои дома в вахтовые поселки для добычи ресурсов? Разрушение субъектности регионов — это не победа вертикали. Это гарантия того, что Россия в своем развитии будет идти не по пути процветания федерации, а по пути медленного угасания всех территорий, кроме одной точки на карте. Мы должны спросить себя, сколько еще мы будем позволять налогам, заработанным в нашей тайге, превращаться в московскую плитку, в то время как наши дороги становятся непроходимыми. Это видео — часть цикла лекций от издания 7/7 «Как Москва распоряжается будущим регионов». Вместе с вами мы рассматриваем, как федеральная власть поставила регионы в зависимость от своих решений и как это стало основой для авторитарного режима в России. В следующем видео мы узнаем, как внутренняя миграция меняет облик страны и почему это все так же выгодно Москве, но не людям, которым приходится уезжать на заработки в другие города.